Проект по строительству многопрофильной больницы на 800 коек и клинико-диагностического центра на 700 посещений в смену в Шымкенте. Общие сведения о проекте. Проект находится на северо-востоке, город Шымкент. Участок имеет неправильную форму многоугольника и со всех сторон окружен городскими дорогами с удобной транспортной развязкой. Общая земельная площадь проекта составляет 25,5 гектар. Общая площадь застройки составляет около 100 тысяч квадратных метров и общее количество коек – 800 коек. Концепция планирования. Схема планирования основана на концепции кольца жизни и принимает систему кругового центростремительного каркаса. Функции поликлиники, медицинской техники и госпитализации взаимосвязаны, и это означает бесконечную жизнь. На основе модели главной медицинской улицы построена общая медицинская технологическая платформа для всей больницы. Здание амбулаторной и неотложной помощи, стационар, административное офисное здание и лекционный зал окружены территорией больницы. И к зданию медицинских технологий можно быстро добраться, что повышает общую эффективность и удобство работы в больнице. Аппаратная гипербарическая кислородная камера, DMA, центр радиотерапии и ядерной медицины и так далее расположены по внешнему кругу для обеспечения необходимого контакта при соблюдении требований противопожарной защиты и санитарных условий. Автостоянка расположена на восточной стороне, чтобы удовлетворить потребности всего персонала больницы в парковке. Западная часть территории зарезервирована для развития больничной зоны, чтобы облегчить будущее расширение медицинских функций. В соответствии с планировкой и условиями движения вокруг проекта главный вход расположен на юге, а северо-восток и северо-запад разделены на второстепенные и логистические входы. Организация движения на территории больницы полностью учитывает отвлечение врачей и пациентов, отвлечение чистых и загрязненных предметов, отвлечение персонала и предметов, а также рационально проектируются транспортные потоки, чтобы избежать пересечения и смешивания. Перепад высот на территории также затрудняет функциональную организацию медицинского корпуса. Мы объединили возвышения, чтобы разделить весь участок террасами, а здания расположили с вертикальным смещением концов плит. Метод обработки многоуровневых террас уменьшает количество земли и камня и в то же время делает отношения между зданием и участком более совместимыми и экономичными. Архитектурный проект. С точки зрения функциональной организации, амбулаторно-поликлиническая функция, функция неотложной помощи, медицинская техника и госпитализация формируют организм на главной медицинской улице. Медицинские модули расположены иерархически в соответствии с потребностями. Здание амбулаторной и неотложной помощи находится на самой южной стороне. Центр экстренной помощи расположен на первом и втором этажах западного крыла, и амбулаторные отделения различных отделений распределены на каждом этаже по очереди. В здании медицинской техники в центральной части основные медицинские функциональные модули включают в себя хирургическое отделение, акушерство, реанимацию, радиологию, МРТ и так далее. Кухня, ресторан и аппаратный зал расположены на нижнем этаже медико-технологического корпуса. Стационарное здание расположено на северной стороне и разделено на 3 здания, а именно корпус для женщин и детей, стационар терапевтического отделения и хирургический стационар. Здания тесно связаны коридорами и относительно независимы. DMA расположен в северо-западном углу, включая функции патологии, анатомии, морга и обучения. Центр лучевой терапии и ядерной медицины расположен в северо-восточном углу, в основном для функций ядерной медицины и лучевой терапии. Для транспортного потока для людей используется двухсторонний доступ, то есть медицинский персонал и пациенты из разных направлений входят в функциональные модули, чтобы добиться их разделения и создания более рациональной транспортной среды в больнице. В приоритетных гигиеничных районах используется многоканальная схема, которая полностью отделяет чистую зону от загрязненной зоны. В архитектурном образе наш дизайн вдохновлен летящим орлом. Вход в здание изображен как крылатый орел, и живое архитектурное изображение также дает пользователям здания очень позитивное психологическое направление. Фасад здания имеет горизонтальную линию, и обтекаемая конструкция без краевых углов усиливает научное и будущее чувство в соответствии с концепцией жизненного цикла. С целью создания умной больницы мы настроили передовое оборудование, такое как HIS, EMR, PECS, LIS, систему пневматической логистической передачи, автоматическую систему распределения и так далее,
чтобы удовлетворить потребности современных медицинских учреждений. Конструкция полностью учитывает климатическую адаптацию здания, максимально использует естественное освещение и естественную вентиляцию, снижает потребление энергии и повышает комфорт в помещении. Заключительное слово. Кольцо жизни бесконечно. Благодаря разумному планированию, инновационному дизайну и научной организации мы верим, что в будущем многопрофильная больница в городе Шымкент станет летающим орлом на этой земле.